Казахстанский общественный совет выдвинул предложение на разрешение ношения травматического оружия для граждан. В Казахстане травматическое оружие было разрешено до января 2015 года. Тогда были приняты поправки в закон, обязывающие сдавать травматы в органы МВД. Однако трагедия с Денисом Теном вновь обострила вопрос самообороны обычных граждан. Плюс инициативы в том, что человеку дали возможность защититься. Минус в том, что граждане могут начать неправомерно использовать травматику. Избежать этого можно, если, например, разрешать травматическое оружие только с определенного возраста, примерно с 25 лет. Человек в возрасте за 25 понимает последствия своих поступков и может правильно оценивать ситуацию. Например, в Англии после запрета травматического оружия был зафиксирован рост преступности, потому что преступники точно знали, что жертва не вооружена. Некоторые эксперты рассуждают, что если разрешить ношение оружия, то это повышенный риск попадания в сложную, рискованную ситуацию. Вспомните, как погиб Игорь Тальков. Тальков вынул травматический пистолет, а охранник вынул боевой. В итоге певец был убит. Охранник ведь не знал, какое оружие было у Талькова. Еще один минус – травматическое оружие может оказаться смертельным, попав в определенные места в глаз или в горло, а это тягчайшее уголовное преступление. Пока неизвестно, чем обернется инициатива с травматическим оружием, кому-то оно может спасти жизнь, а другого привести к тюрьме. Какое ваше мнение по этому поводу, вы можете высказаться в комментариях.